Митя Мишевич, как вы считаете, станет ли новый собор, по вашему мнению, я бы сказал, одним из духовных центров нашей страны? У нас и лично у меня нет сомнений в этом. И не только, я скажу, страны. Возрожденный собор станет известен по всему миру. Наш разговор не зря начался с истории списка Казанской иконы Божьей Матери из Ватикана. Я не православный человек, а мусульманин и не религиозный деятель. Но, на мой взгляд, самое важное здесь именно Казанская икона Божьей Матери с ее данной свыше примирительной миссией. Образ Божьей Матери, воплощенный в Казанской иконе, выполняет свою великую миссию везде и всюду. Мы помним, что на исторической встрече на Кубе в 2016 году патриарх Кирилл, как знак надежды на сближение православных и католиков, подарил Папе Римскому Франциску список именно Казанской иконы Божьей Матери. Это еще раз свидетельствует о высокой степени значимости нашей с вами стараний во имя мира и согласия через межкультурный диалог. Достойно внимания и место явления иконы наша Казанская земля, где на протяжении веков собрались и живут в мире и согласии люди разных религий и национальностей. Ведь важно не только возвращение чудотворной иконы и воссоздание ее величественного храма, но и создание вокруг них стабильной атмосферы мира и созидания, как бесценное материальное и духовное наследие, которое мы должны передавать будущим поколениям.